Yes, pompe, radite
Леньолем до ночояс и вокяс, ним кој станете аджины, иен киркан, иен крамын, иен медбуршиас будене смияне сталунте, местас, ин мечас миянлы, выдан лишила мясы.
Juolem. Kodlan Тавичкos. Йенлен все-таки, Вичкос. Значит, йенмыси лыше детане ашис индедияссе. Давид? Милок там йенмыс дине. Ауга коресиес йенмай локт миан дине. Йенмы станы мисидине локтам. Мишуам Господе йенмай. Вăтсием и текасиана метедине локтим. Кормилок там котка дине. Миогашуай милоктим. А не ты вăче став самый микасиам. Аминь. Доброе утро всем, дорогая церковь. Слава Богу за новый день. Слава Богу, что мы здесь. Слава Богу, что Господь нас принял сегодня в свой храм. Храм Господень, церковь Господня. Иисус Христос сказал: «Я создам свою церковь». И мы приходим к Нему. И мы не приглашаем Его в гости к нам. К Нему приходим. И мы говорим: Господь, что желаешь, то и Ты делаешь. А мы, Господь, внимаем и принимаем все, что от Тебя исходит. Пускай Господь благословит нас этими мыслями и желаниями. Давайте встанем и выслушаем Псалом 25. Начну с коми языка. Псалом Давида. Потом на русском прочитаем. Господи, мыжды ме на вещкада, адмела система. Ме зума дала чакута Господь вила. Господи, видели меня щелема, да тыдма в мен. Тыдва в мен, чем мы в пьясес, да щелемес. Тенчит буралем те ме пыркута тыдвилин. Ме ветладла ты над збыль тует. Ила чишескадетлан, ме кукавлы. Наен ескад ог этупчи. Лёг вычищасы чукарсе, ме мустамта. Йентег олышяскадетлан ог пукши. Господи, кута мышкавны киес, медем петкадлы нашим мыштым лунас. Кута ветладлы ты над виш пуктанын гыгар. Онда шилема ножканы тене да юартны став, ты над шенджидана уж я сидилыш. Господи, мене муса, ты над храмыт, ты над джирдлунет, джирдлунлен оланинес. Эн бырыт мене мыжа яскет, эн бошт менчи молемес вир киштиш яскет ытвып. Эд асланы скиясен на вычене уналёктор. Алан вещит кинес, горшаще в боку сащем было. Но ме тыждыща уны система. Господи, мезды мене, дало бур щелема медине. Ме ветледла вечки тует, онда ошкины Господес, ен войтерлен чукарчемен. Аминь. Молитва Давида. Господи, оправдай меня, ведь я жил беспорочной жизнью. Я уповал на Господа, не колеблясь. Проверь меня, Господи, испытай меня, исследуй сердце мое и разум. Ведь Твоя милость перед очами моими. Я всегда хожу в Твоей истине. Я не сижу с людьми лживыми и с коварными, не пойду. Я ненавижу сборище грешников и с нечестивыми не сяду. Буду обмывать свои руки в невинности и обходить Твой жертвенник, Господь, воспевая Тебе хвалу и говоря о всех чудесах Твоих. Господи, я люблю дом, в котором Ты обитаешь, место, где слава Твоя живет. Не погуби души моей с грешными, жизни моей с кровожадными, у которых в руках злой умысел,
чьи правые руки взяток полны. А я живу беспорочно. Избавь меня и помилуй. Ноги мои стоят на ровной земле. В большом собрании восхвалю я Господа. Аминь. Так случилось, что есть мир света и мир тьмы, мир зла и мир правды. Есть люди Царства Божия, есть люди Царства тьмы. И мы не можем не осознавать этого. Если мы не осознаем то, что есть два мира, которые живут вроде бы в одно время, на одной территории, то мы сами не поймем, где мы, что мы творим, то, что мы делаем, насколько это праведно. И Давид это осознавал, он понимал, что нету компромиссов. Невозможно, называясь сыном света, творить дела тьмы. И при этом говорить, все нормально, ничего страшного. Давид еще это осознавал, и Господь это подтвердил. Нету ничего общего света с тьмой. Ничего. Это невозможно оказаться, как говорят, в серой зоне. Вроде бы как и ты там, и ты здесь. Такого не бывает. Либо же ты со светом, и свет в тебе, либо же во тьме. Третьего никак не дано. Мы не сможем пройти между двумя этими ипостасями. Поэтому это очень важно осознавать, мы где? Я где, Господь? Как откликается то, что происходит вокруг? Как я реагирую на это? Что говорит мое сердце? И Давид говорит, Господи, исследуй, пожалуйста, мой разум, мое сердце. Что происходит? И он приходит к выводу, Господь, я не приемлю, мне неприятно общество лжецов, мне неприятно, я не хочу находиться в обществе взяточников. Я не хочу находиться там, где сидят люди, которые порочат имя Господне. Я там не буду. Я не хочу там быть. Это противоречит природе, которая во мне. Нам нужно слушать свой разум, свое сердце. Тогда мы не собьемся. И заканчивает он, Господи, чтобы я был всегда в состоянии различить, где я нахожусь. Я буду в собрании Твоем находиться. Слава Богу, что у нас есть эта возможность быть в собрании Господнем, чтобы четко различать, где ты находишься внутри себя. Господь благословит этот день, это время, время здесь, в храме, и время, в котором мы находимся в жизни, четко различать, что с нами происходит, как мы на все это реагируем. Господь да поможет. Давайте помолимся и благословим друг друга и призовем Дух Божий, чтобы наш разум был ясен, воспринимал Слово Господне, принимал его и подчинялся ему. Отец наш Небесный, мы приходим сейчас с именем Иисуса Христа на устах и с великой надеждой на Иисуса в сердце. Приходим сейчас, Господь Бог мой, с благодарностью то, что мы сегодня можем здесь быть, в храме Твоем. Для некоторых сегодня это только мечта.
быть в Твоем храме. Для некоторых это несбыточная мечта. Я благодарю Тебя, Господь, что мы сегодня здесь, можем слышать Твое Слово, можем воспевать Тебе, Господь, благодарить Тебя, молиться Тебе. Мы хотим сегодня, Господь, молиться за себя, Боже мой, чтобы Ты исследовал наше сердце, Ты исследовал наш разум. Но это не значит исследовать, чтобы Ты что-то новое узнал о нас. Ты и так все знаешь. Мы хотим, Господь, в свете Твоем увидеть себя, наши помышления, нашу сущность, на чем мы стоим, в чем наша опора. В Твоем свете, Господь, в Твоем Слове, в Твоем Духе, Господь, Бог мой, мы хотим увидеть Тебя. Твое Слово говорит, что сердце человека крайне испорчено, крайне лукавое. И без Твоего света мы не можем полагаться на себя. Поэтому, Господь, мы просим Твоего благословения, Твоего участия в нас, Твоего прикосновения к нам, Твоего очищения нас, Господь, Бог мой, от всякой скверны, всякой лжи, всякого компромисса во имя Иисуса. Благослови, Господь, Бог, этот день, благослови нас воспринимать Твое Слово, быть откликающимися на Твое Слово. Откликающимися, Господь, на то, как Ты хочешь двигаться здесь. Мы не хотим Тебе ставить условия, не хотим, Господь, как-то ограничивать Тебя, хотя у нас это всегда получается, мы ограничиваем Тебя нашей верой, нашим восприятием Тебя. Дух Святой, расширь эти рамки нас во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа, Господь, благослови сегодня каждого смотрящего эту трансляцию, и кто будет смотреть ее, и благослови каждого находящегося здесь, Боже наш. Пускай мы точно дадим себе отчет, для чего я в церкви, для чего я в храме, Господь. Я сегодня хочу напитаться Тобой. Я хочу сегодня вкушать Твое Слово. И пускай это касается и детей, и молодых людей, и взрослых людей, и пожилых, Господь. У Тебя для каждого есть что сегодня дать. Мы сегодня, Господь, хотим вкушать Твое Слово во имя Иисуса. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Прославляйся здесь, на этом месте, через нас, Господь. Пускай эти камни, которые Ты говоришь, даже камни, готовы восхвалять Тебя, Господь. Но Ты сделал нас не камнями, Ты сделал нас живыми людьми, в которых Ты вдохнул свой дух. И нам не трудно восхвалять Тебя, нам не трудно превозносить Тебя, нам не трудно прославлять Твое чудесное имя. Мы Твое творение, у нас Твой дух, мы Твоя церковь, Ты нас соединил в себе самом. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец. Аллилуйя. Аминь. Господь да благословит прославителей наших во имя Иисуса Христа. Слава Господу. Леньолем ставли, леньолем до новичков. Давайте славить Господа, ибо Он благ, Он достоин всей славы. Славьте Господа, славьте Господа, славьте Его небеса. Славьте Господа, славьте Господа, славьте нашего Отца. О Иешуа Адонай, Элохим Эль-Шадай. 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 Хвалите Господа, пойте имени Его. Хвалите Господа, пойте имени Его.
Господа, славьте Господа, славьте Его небеса. Славьте Господа, славьте Господа, славьте нашего Отца. О, Иешуа Адонай, Элоким Эль-Шадай. 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 Элохим Эль-Шадай. Слава аллилуйя Господу. Иоанна 3 глава, с 13 по 17 стих. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Как и мы, Моисей вознес змею в пустыне, так и должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не посылал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Аминь. Больше всего в жизни мы нуждаемся в Нем, в нашем Господе. Он достоин всей славы, и будем петь об этом. Лишь в Тебе нуждаюсь я, хочу я быть с Тобой всегда. Ты смысл жизни для меня. Я с Тобою все могу, огонь и воду я пройду. За Тобой, мой Господь, я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня, для меня. Ты привел меня в свой свет, в сердце мне вложил любовь. В Твое присутствие, Господь, прихожу вновь и вновь. Хочу познать Тебя, Бог мой, Ты стал навек моей судьбой. Каждый день я иду за Тобой. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду за Тобой, Твой покой внутри меня. Славлю я Тебя, Бог мой, Ты есть сила для меня, для меня. Иду я за Тобой, иду я за Тобой, иду я за Тобой, за Тобой. Иду я за Тобой, иду я за Тобой, иду я за Тобой, за Тобой. Я иду за Тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, Ты со мной, я всегда в Твоих руках. Я иду
меня. Я иду за тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, ты со мной, я всегда в твоих руках. Я иду за тобой, твой покой внутри меня. Славлю я тебя, Бог мой, ты есть сила для меня, для меня. Слава тебе, Господь, ты наша сила. Аллилуйя. Доброе утро. Прочитаем 2 Коринфянам 4 главу с 6 стиха. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Аминь. Бурасов до новичка. Слава и Богу. Миян єнли, коли міянес радійте, і кодес міянес новладле. Слава Богу, великий Господь, мы йде. Пирман миян щет не зевиче драдлун, и мичлун, и бурса миян Господь. Слава Богу, великий Господь. И ми оговораме сие, те он верме. Слава Богу, великий Господь. Аминь. Озвір менеко, темо запомте крадітний. Озвір менеко, темо запрестітний. Те борще лема, мослоните над помаште. Вежа олема, те мене нуе, те віч там єн мей, кич вірман помте крадітни, щестедни тене, ін мечі щелеме, підкедли мені, те аші джіртло. Щет міним ємей, радій там щеле, озвір менеко, темо запомте крадітни, озвір менеко, темо запрестітни, те борще лема, мослоните над помаште. Вежа олема, те мене нуе, те віч там єн мей, кич вірман помте крадітни, щестедни тене, ін мечі щелеме, підкедли мені, те аші
gyirtlunte, shet minim yenmei, radietam shele, shet minim yenmei, radietam shele. Аминь, Господь, слава Богу. Филиппийцам 2 глава с 5 по 11 стихи. На каком языке прочитаю? Олай Христос моз. Мы впалай да вече Исус Христос моз. Сия вели джик ен мы сходь, но ескучиш тая откад лунас. Аж се сия увтыртыс, да кес як туя пуктыс. Чужу сморт коден, да морт вирья енолыс. Аж се сия ула пуктыс, да кывзашис веши куфтаджис. Крест вилен куфтаджис. Та выс на ен мы скыпады сия, ставши смедвиле, да щеты силы ним, став нимши смедыджидес. Медем Исус ним воджен копырчис ене жас, му вылаз, да му подасас, быд олыш. Да ен батя сошка могущ, быд морчуюсь. Иисус Христос, Господь. Аминь. Хочу немножко с юмором сказать, что Бог не принимает наши жертвы, да, как раньше принимал. Он говорит, милости хочу, а не жертвы. И сегодня пожертвования иногда называют милостыни, да. Давайте принесем наши милостыни. Бог хочет милостыни. Сам Бог милостлив и благ. Хочет, чтобы мы не какие-то жертвы несли. Вот я жертвую. А просто из-за того, что Он благ и милостив, дает нам все по любви своей, даром, из любви. Поэтому будем благодарны Господу, принесем наши жертвы. Аллилуйя! Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя, милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, милости Твоей полна жизнь моя, милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Милости Твоей полна вся земля, о, полна милости Твоей, полна жизнь моя, милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля, о, полна милости Твоей, полна жизнь моя, милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и ввел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил
Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, освободил от вины. Аллилуйя, Господь, Бог наш. Вместо бремени, Господи, груза вины, Ты даешь, Боже мой, чувство принятия, чувство сыновства, что мы Твои, Господь. Вместо бремени Ты даешь, Боже мой, свои благословения. И благодарю Тебя, Боже мой, вместо нищеты, всякой нищеты, Ты даешь свое богатство. Благодарю Тебя за это, Боже наш. И сегодня мы с благодарностью приходим к Тебе и говорим, Боже мой, спасибо Тебе за участие в нашей жизни, когда Ты, Боже мой, всякий негатив, всякий недостаток восполняешь, Господь, своим достатком. Все, что, Боже мой, гнетет нас, Ты восполняешь тем, что радует и вдохновляет нас. Спасибо Тебе за это. И благодарю Тебя, Боже мой, что мы здесь, в церкви, мы можем, Боже мой, открыто исповедовать, что Ты наш Бог, который заботится о нас во всякое время, во всяком месте. Мы открыто, Господь, это исповедуем устами своими и поступками, делами своими, Господь. Спасибо Тебе за это. Благослови, Боже мой, каждого, кто находится в этом храме, каждого, Господь, пускай каждый из нас все больше и больше переживает Твое участие в нашей жизни, в своей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Приглашаем сюда наших деток на сцену. Ходим мы во свете Господа, 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 ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы во свете Господа, ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы во свете Господа. Ветлами, ветлами, енлен югыда, светлами, енлен югыда, ветлами, енлен югыда, светлами, енлен югыда, ветлами, 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 енлен югыда, ветлами, 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 енлен югыда. Ходим мы во свете Господа, 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 ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы во свете Господа, ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы во свете Господа. Ветлами, енлен югыда, ветлами, енлен югыда, ветлами, енлен югыда, ветлами, 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 енлен югыда, ветлами, 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 енлен югыда. Ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы во свете Господа, ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы во свете Господа, ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы во свете Господа, ходим мы, ходим мы, ходим мы, ходим мы.
свете Господа. Аллилуйя, слава Богу. Пожалуйста, приступи. Аллилуйя, слава Богу за наших детей. Здесь я смотрю новое лицо у нас. Можно тебя попросить сюда выйти чуть-чуть и рассказать о себе, как тебя зовут, откуда ты? Меня зовут Вика, мне 8 лет. С кем ты пришла в церковь? С моим братом, Старшим, надеюсь. да. Добро пожаловать в церковь. Будь благословенна. Слава Богу за вас, слава Богу за детей, слава Богу, что у нас подрастают новые, старшие растут, кто-то рождается. Сегодня будем благословлять наших вновь прибывших. Слава Богу. Давайте благословим наших деток. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем сегодня стоять перед Твоим престолом, Твоим владычеством. От Твоего престола, Господь, исходит только добро, только благословение на всех, которые взирают на Тебя с благодарностью, с любовью, с ожиданием Твоих благословений. Спасибо Тебе за это, Боже мой. И мы в ожидании этих благословений для наших детей, на всю церковь, Господь. Благослови каждого ребенка, который здесь в храме находится, Господь. Мы видим, Боже мой, много надо трудиться. Нужно много трудиться родителям над своими детьми, со своими вместе детьми, Господь. На этом пути следования за Тобой. Боже мой, пускай не будут наши дети, как сорняк, растут сами по себе. Но, Боже мой, как мы заботимся о каждом посаженном деревце, либо же о растении, Боже, пускай наше сердце также заботится о наших детях, и так еще больше, во имя Иисуса Христа. Боже, благослови нас в этом. И то, что мы можем, как церковь, помочь детям и родителям прежде всего. Воскресной школой. Спасибо Тебе за учителей, которые взялись за этот труд, когда они делятся чем-то, вкладывают, Господь, в детях не своих, а своих братьев и сестер. Что-то, какие-то зерна сеят. Зерна Твоего Слова, Господь. Пускай эти зерна прорастают в них во имя Иисуса Христа. Тебе да будет слава за все, наш Небесный Отец, во веки веков. Тебе да будет слава. Аминь и аллилуйя. Сейчас разберемся с именинниками. Придет время еще на всех нас. С Богом! Если есть молитвенные нужды, то, пожалуйста, принесите. Давайте встанем на ноги наши, помолимся о многих и многих людях нашей страны сейчас, которые находятся в больших-больших вопросах. Что дальше, как делать? Сейчас многие тысячи, сотни тысяч людей, если не миллионы людей, которые в семьях нерешительности, что делать, как реагировать на все происходящее. Здесь есть матери, которые отправляют своих сыновей на фронт, есть жены, которые отправляют своих мужей, есть невесты, которые отправляют своих женихов, есть дети, которые отправляют своих отцов. И это не радостная прогулка,
Это не прогулка в лагерь или на пикник. И для каждого вопрос: Господь, увидимся мы или нет еще раз. И это касается многих из нас здесь стоящих. Давайте помолимся о том, чтобы Господь даровал милость нам, не по грехам нашим судил нас, а по милости своей посмотрел на нас. Мы можем долго говорить, что это все из-за грехов наших. Конечно. Никакая война не происходит по любви. Всякая война происходит из-за грехов. Ни одна война не происходит из-за милосердного состояния. Всякая война происходит из-за жестокосердия человеческого. Даже здесь спорить не о чем и говорить, это из-за грехов. Конечно, из-за грехов. Но можем ли мы вымолить все грехи и знать их? Мы говорим: Господь, спасибо Тебе, что Ты взял все наши грехи. Избавь нас от всякой гордыни. И по милости Твоей суди нас. По милости Твоей, а не по грехам нашим. Помолимся о том, чтобы была явлена милость Господня и остановлено то, что сейчас происходит. Была явлена великая милость. Больше нам не на что надеяться. И второе, о чем помолимся: Господь да сохранит наших детей, наших близких, мужей, сыновей, наших знакомых, наших братьев, сестер, наших племянников, для того, чтобы они лишились жизни, не познав еще эту жизнь. Во имя Иисуса Христа. Я верю, что молитвы церкви, они что-то значат. Я верю, что молитвы церкви в конечном итоге превозмогут всякую злобу, всякую власть сатаны. Я верю в это. Иначе зачем молиться? Но если Господь нас призывает молиться, Он знает, что у молитвы есть плод, есть итог. Поэтому мы это и совершаем. Отец наш Небесный, сотворивший небо и землю, сотворивший каждого из нас. Мы много согрешаем, Господь, своими мыслями, словами, поступками. И мы это осознаем. Если бы мы были безгрешными, если бы мы были, Господь, совершенными, нам бы не нужна была церковь и Твоя голгофская смерть, Иисус. Но потому и мы пришли, Господь, к Твоему кресту, потому что мы грешники. И мы нуждались, Господь, в Твоем прощении. И сегодня нуждаемся в нем. Мы потому, Господь, церкви Твоей, что мы нуждаемся, Боже мой, чтобы Твое Слово, чтобы общение с Тобой, церкви, друг с другом вело нас по непорочным путям. Потому мы, Господь, прибегаем к Тебе в молитве, что мы нуждаемся в Тебе, Господь. Нуждаемся в милости нашей жизни. Ты справедливый Бог, но Ты не судишь сегодня по справедливости своей, но по милости своей. И в этом мы твердо убеждены, потому что Слово Твое так говорит. Мы, Господь, сегодня приносим перед Тобой нашу страну, Боже наш. Нашу страну. Страну Украину, Господь, с которой у нас происходит
это кровопролитие. И, Боже мой, сейчас каждый дом в ожидании, что будет дальше. Во имя Иисуса Христа, Боже Господь, Бог наш, мы молим Тебя не по нашим грехам, а по Своей милости. Суди нас. По великой Своей милости останови всякое братоубийство, всякое смертоубийство, всякую ненависть. Знаем, Господь, только покаяние изменяет наше сердце. Только высказанное в словах сожаление и отречение от всякой скверны, от всякой злобы изменяет человека. И как апостолы молились, не дашь ли ты, Господь, покаяние? Мы молимся, Боже, даруй покаяние нам в своей великой милости. Даруй нам этот поворот наших мыслей, мышления от злобы, от ненависти, от превосходства к смирению, к прощению, к принятию. Обрати наши мысли вспять во имя Иисуса. Даруй нам. Молюсь Тебе, Господь, сегодня о множестве мужчин, братьев, которые сегодня внутри себя решают этот вопрос. Что дальше? Помоги им, Господь. Мудрость дай, понимание дай. Молюсь Тебе, Господь, о множестве и множестве матерей, которые сегодня взывают Тебе, чтобы Ты сохранил их сыновей. Молюсь Тебе, Господь, о множестве и множестве жен, которые сегодня, Господь, взывают Тебе, чтобы Ты сохранил их мужей. Молюсь Тебе, Господь, о множестве и множестве детей, которые не понимают, что происходит, но очень хотят, чтобы их родители, отцы были с ними и были живы и здоровы. Молюсь Тебе о многих братьях и сестрах, о своих братьях, которые молятся, чтобы их братья были живы. Благослови, Господь, услышь эти молитвы. Если кто-то еще не молится, подними их, Господь, на молитву. Если кто молится, услышь эти молитвы и дай им ответ. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, что Ты царь, Ты господин над всей землей. Ты правишь всем. Ты правишь всем. И у Тебя всякому безумству есть предел. Всякой скверне есть предел. Даже аду Ты поставил предел. Спасибо Тебе за это. Благодарю Тебя, Господь Бог мой, что мы можем сегодня молиться Тебе, как, впрочем, всегда мы можем молиться Тебе. В любое время суток, в любом месте, в одиночку ли, громко ли, вместе ли, шепотом ли, про себя ли, Ты Бог, слышащий молитвы и отвечающий на них. Спасибо Тебе за это. Благодарность Тебе за все, наш великий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть все-таки молитвенные нужды, да? Аллилуйя. Ну,
о здравии молитвы. Молимся за Ивашову Галю, лежит в неврологии. Прошу помолиться за Виктора Нагорного. Серьезно болен, требует операции срочной, чтобы Бог исцелил, укрепил, помог найти временную замену в служении. Помолитесь за семью Першиной Татьяны, за ее дочек Карину и Дарину. Они болеют, насморк, кашель. Давайте помолимся за здравие болеющих. Господь Бог мой, Ты Бог целитель наш, Бог целитель, потому что в Тебе нет болезни. Ты источник не болезни, а Ты источник здоровья, силы и восстановления. Поэтому мы приходим к Тебе, к источнику. Когда мы хотим пить, мы приходим к источнику воды и напиваемся. Когда у нас жажда, когда у нас болезнь, мы приходим к источнику жизни, к источнику здравия и силы и восстановления. Это к Тебе, Господь. И мы молимся сейчас и благословляем Галину Ивашову за полное ее исцеление во имя Иисуса Христа. Благослови ее переживать сейчас Твое прикосновение, Господь. Дай ей, Боже, сердце, дух правый, который взывает к Тебе и принимает от Тебя, Господь, Твое исцеление. Молимся за Першину Татьяну, за ее дочек Карину и Дарину. Мы молимся об исцелении их, здравии их, Господь. Пускай Твоя сила опустится на них, Боже мой, Твое присутствие в виде благодати исцеляющей коснется сейчас их. Во имя Иисуса Христа. Молимся Тебе за Виктора Нагорного, брата нашего и служителя Твоего. Ты видишь его болезнь, и какой бы серьезности она ни была, и чтобы врачи не говорили сейчас, Господь, благослови его переживать Твое присутствие. Пускай Твоя теплота пронзает его от макушки до пят. Пускай сила в виде жара пронзет его, Господь, полностью. Всякая болезнь, которая докучает его, оставит его именем Твоим, Господь, Бог мой. И спасибо Тебе за это. Ты говоришь, Боже мой, молитесь за больных. Мы молимся за больных, чтобы они стали здоровыми. Такая Твоя цель, Господь. Такая Твоя воля, желание. И мы, Господь, присоединяемся к Тебе. Мы говорим, мы с Тобой, Господь. Нам нравится Твоя воля и Твое желание, чтобы человек был исцелен. Был болен, но вот он здоров. И мы этого, Господь, желаем. Вместе с Тобой мы в этом стоим и провозглашаем, Господь, здоровье брату Виктору во имя Иисуса. Благословляем, Господь, Тимофея Попова на восстановление и исцеление. Спасибо Тебе, что Ты также, Господь, восстанавливаешь его. Я благодарю Тебя, Господь, за молитвы церкви, за меня, Господь. И Ты также восстанавливаешь меня. Спасибо Тебе за это. Благодарю Тебя, Боже мой. Также благословляй каждого стоящего здесь. Быть здоровыми и здравыми, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Помолитесь за папу, чтобы у него не было шторма, чтобы они могли дойти до места назначения. Мария Анканта просит за папу своего Ивана. Отец наш Небесный, Ты Бог и тех, которые на море, тех, которые на воде, не только тех, которые на суше. Ты Бог, который успокаиваешь волны, моря. Мы это знаем, Иисус. Ты сказал волнам, успокойтесь, ветру, успокойся. И они успокоились. И ученики были в изумлении. То же самое, Господь, Ты производишь и сегодня. То же самое и вчера, и сегодня, и во веки тот же Иисус. Ты повелевай. И, Господь, дай эту веру Анканта Ивану сейчас. Устами провозглашать, Господь, Твое спокойствие для волн, ветра и моря. Во имя Иисуса Христа. Пускай он увидит, Господь, Твою власть, Твою силу, Твое царствование. Пускай они идут туда, куда идут. Если Твоя, Господь, воля, чтобы они стояли там, и Ты не хочешь, чтобы они двигались,
да будет и на это твоя воля. Но если ты хочешь явить свою силу в том, чтобы успокоить эти воды и эти моря, успокой, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Ну что, благословим младенца. Давайте сюда выходите, папа с мамой. И давайте тихонечко похлопаем. Товарищ спит. Аллилуйя. Ну, давайте попытаем чуть-чуть родителей. Как назвали? Владимир. Владимир. Когда родился? 19 августа. Ну, давай вопрос на засыпку. Какой вес был у малыша? 3 килограмма. Это, 59. это точно? Да. Ничего не ошибаюсь, да. А рост какой был? 50. У него все округлено. 3 килограмма, 50 сантиметров. То есть у него все четко в этом смысле? Редко такое бывает. Или вы как-то чего-то подгадали в этом смысле? Да. Ну, давайте спросим, как роды прошли? Роды прошли хорошо. Спасибо врачам, спасибо большое братьям и сестрам. Простите опять за слезы. Спасибо церкви за то, что молились. Я знаю, что многие молились. Спасибо огромное моему супругу Сергею за то, что он во время схваток и родов поддерживал меня по телефону, по видеосвязи. Мне было от этого легче. И спасибо врачам. Знаете, какая техника? Во время схваток поддерживает муж по телефону. Нормально. А раньше жена уходила в сарай и рожала одна, и никакого телефона не было у нее. А сейчас с телефоном нормально. Рожаю. Господи, все для вас, роженицы, все для вас, и даже телефон. Аллилуйя. Давайте прочитаем благословение Ааронова. Встанете. Господь Бог желает благословлять. Не мы благословляем, а Бог благословляет. И Он заповедал благословлять такими словами. Да благословит тебя, Владимир, Господь, и сохранит тебя. Да озарит тебя, Владимир, Господь, лицом своим, и будет милостив к тебе. Да обратит Господь к тебе, Владимир, лицо свое и дарует тебе мир во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Будьте благословенны. Господь даст вам силы, мудрости и много любви для Владимира. Пускай он живет в этой любви. Слава Богу, слава Богу. Благословите эту кубышку знаками.
Но это спокойно можете делать, не отвлекаясь, после пустите по рядам. Садитесь пока, пожалуйста. Так, именинники у нас ведь, да? Давай. Богдан, выходи. Давайте поприветствуем нашего именинника. Ну что, Богдан, говори. Сколько тебе стукнуло? 14 лет. Молодец. Юношество сейчас у тебя, да? В полном разгаре. Ты, по-моему, уже выше меня стал. Молодец, молодец. Вот тебе подарочек сладкий. Держи. А отсюда я тебе вытащу слово, которое будет сопровождать тебя весь этот год. О, эти слова мы сегодня уже слышали. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Классика. Пускай мир Божий сопровождает тебя весь этот год. Пускай ты вот переживаешь, что такое мир. А ты понимаешь, что значит мир переживать. Это значит, когда будет не все так гладко, как ты хочешь. Но чтобы ты мир пережил, будут бури. Но ничего страшного. Ты пройдешь через эти бури, чтобы понять, что такое мир Божий. Нормальное благословение ведь? Да, слава Богу. Давай помолимся здесь. Давайте встанем, братья наши, сестры, благословим. Отец наш, спасибо тебе за нашего дорогого Богдана. Имя он носит, Господь, на себе, как печать твою, данный тобой. И твое имя в его имени, Господь. Я благодарю тебя, что его имя самому будет всегда напоминать, чей он. Я благодарю тебя, Господь, Бог мой, что ты его с первых ногтей, Господь, охраняешь, благословляешь через родителей его, через церковь, через многих его близких, которые молятся о нем. Я благодарю тебя, Боже мой, что все больше и больше Богдан будет являть свою мужественность, к чему ты призвал его. Мужественность в поступках, принятии решений, мужественность в защите слабых, мужественность в отношении своих братьев, мужественность в готовности принять служение, мужественность поклоняться тебе. Пускай Господь это возрастает в нем, укрепляется во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь благословит еще раз. Всех благ. Богом. Ну, где Миша? Где Миша? Хотел бы видеть Мишу, за кого надо благословить. Говорите, Миша, кто Миша? Где Миша? Садитесь, пожалуйста. Ну, тебе уже сладкий подарок дали? Или не сладкий, даже не знаю. Сколько тебе? 9 лет. Молодец. В каком классе ты? В 3. Тоже хорошо уже. Учителя от тебя восхищаются тобой или говорят, опять Миша пришел? Что случилось? Как ты думаешь? Как ты думаешь, что учителя думают о Мише? Есть сомнения, да? Они не говорили тебе в лицо прямо, что они думают о тебе? Нет еще, да? Ну, слава Богу. Тогда все четко. Значит, двигайся вперед. Значит, благословим, да? Так, давайте найдем для Миши.
Ну-ка, давай-ка, Миша, прочитай громко. Проверим, как тебя в школе учат. Уповай на Господа, окружай. Так, давай, дубль два. Ну-ка, посмотри хорошо. И сейчас микрофон, громко. Все, разобрался со всеми буквами? Давай, погнали. Уповающего на Господа окружает милость. Аминь. Слушайте, это же... Я задумался. Да, серьезные слова ведь. Уповающего на Господа окружает милость. Не дядьки, тетки, не всякие неприятности, а милость Господня окружает. Ой, аллилуйя. Господь Бог мой, спасибо Тебе, что мы можем уповать на милость Твою. Ты как будто проговорил к нам сейчас через эти местописания. Проговорил. Уповающего на Тебя окружает милость. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что это слово сегодня для Михаила, нашего именинника, и для всех нас. Спасибо Тебе, Господь, что это слово прозвучало, и оно сейчас вначале в наших ушах, в нашем разуме, в нашем сердце. И спасибо Тебе, что это слово будет сопровождать Михаила. Пускай он всегда помнит, он может на Тебя надеяться, ты его не подведешь. И ты не сердишься на него, а являешь свою милость, доброту к нему. Спасибо Тебе за это. Аминь. Будь благословен. С Богом. Садитесь, пожалуйста. Давайте я еще одного человека хочу сюда вызвать сегодня. Аллилуйя. Паша, я тебя сегодня хочу вызвать сюда. Чуть-чуть тебя проинтервьюировать. Все знают Павла? Кто его не знает? А откуда вы знаете его? Вот для этого я его вызвал, чтобы он представился всей церкви и сказал, кто он, как зовут, почему здесь. Зовут Паша, мне 19 лет. Я сюда пришел в данную церковь, так как Софья меня позвала к вам. У нас, получается, было одно хобби, и ты за хобби, я, получается, оказался здесь. Я вообще хочу сказать спасибо Богу за вашу церковь, за пастора. Пока все, давай дальше. Держи, у меня микрофон есть свой. Но я так понимаю, ты не первый раз, да, ты довольно уже продолжительное время ходишь на служения, ходишь на воскресные служения, на молодежные служения, да, которые происходят в церкви, на какие-то выезды. Как получается много? Немного, где-то суммарно, возможно, недели 3, месяц где-то хожу к вам. Месяц где-то. Чего, как-то кажется, мне подольше уже, да? Нет, Нет? где-то есть. Ну, а если все мы соберем, так сказать, да, то месяц получится. Возможно, месяц есть. Но я так понял, что у Павла как бы серьезное намерение по отношению к Богу, потому что в какой-то день он подошел ко мне и спросил, могу ли я совершить покаяние, да, что-то сделать, чтобы быть частью церкви. А частью церкви, общины можно стать только через принятие Христа, через покаяние, то есть отречение от своих грехов,
от своих прежнего образа жизни и желания жить в новых каких-то координатах, в новых условиях, так сказать, жизни. И мы с Павлом общались, и Павел совершил вот этот вот открытый шаг к покаянию, молитве и выразил желание быть частью общества. Поэтому добро пожаловать домой. Добро пожаловать в церковь. Вот это твои братья, сестры. И, надеюсь, все они также будут считать тебя своим братом, помогать тебе в твоих каких-то нуждах, если тебе есть. И ждать от тебя, что ты также откликнешься, всегда откликнешься, если у кого-то будет какая-то просьба. Но чтобы ты знал, что эта церковь не наша, а церковь Господня. Тут главный, Он направляет нами, и мы принимаем Его условия. Откуда мы это все черпаем из Слова Божьего. Аминь. Согласен с этим? Поэтому Господь благословит тебя. Двигаемся вместе, плывем дальше, сидим в одной лодке. С Богом. Идете и поближе узнаете все. Женат он, не женат, зарплата какая у него, работает если, стипендия какая, если он учится, вообще чего он хочет. Может быть, просто пришел за кем-то, а может быть и нет. То есть узнаете все. Чаем напоите, предложите ему конфетки, и тогда он быстро расколется. Шучу. Ай-яй-яй. Аллилуйя. Ну что, давайте двигаться дальше. Спасибо вам всем за ваши молитвы еще раз. Благодарен вам, что вы неравнодушны никогда к тем, которые сейчас болеют. И будем дальше молиться о наших братьях, которые вполне могут попасть под этот призыв. Господь да сохранит и убережет их, даст мудрости во всех принятых решениях, мудрости. Это очень сейчас нужно. О чем мы сегодня будем с вами говорить? Пару недель назад, наверное, я услышал такое выражение, которое как-то вот зацепило, что ли, меня. Это выражение звучит так. Каков Бог, таков человек. Каков Бог, таков человек. Я думаю, это выражение, которое заставляет задуматься, что это значит и как это влияет на нас. Каков Бог, таков и человек. Потому что тот образ Бога, который мы носим в себе, в нашем сознании, что мы нарисовали, какое наше откровение, понимание, разумение Бога, определяет наше отношение к Нему. Какой образ Бога мы имеем в нашем разуме, это определяет, какой жизнью мы живем. Какой образ, как мы себе представляем Бога, определяют, как мы относимся к себе. Какой образ
мы имеем о Боге, это определяет, как мы относимся к окружающим нас людям. Аминь или не аминь? То есть получается, что понимание Бога, какой Он, образ Бога, в конечном итоге имеет решающее значение. Как мы живем, как мы молимся, как мы служим, как мы относимся к людям и как мы относимся к себе. Если образ лживый, вся наша жизнь лживая. Если образ Бога не соответствует ни на грамм истине, все наши отношения, все наше самочувствие, эмоциональная составляющая, интеллектуальная составляющая также будет ошибочной. Поэтому Павел говорит, вся моя цель – познавать Христа, как знает Он меня. В конечном итоге, а это написал уже в последних своих посланиях, он говорит, это моя главная цель сейчас, все остальное вообще мусор. Если я неправильно отношусь к Богу, если мой образ Христа неправильный, у меня все неправильно. И вот поэтому в христианстве это есть проблема, когда не только в христианстве, а вообще во всем мире. Почему так много разных течений, направлений, церквей, люди недоумений? Почему так происходит? Почему вообще много религиозных воззрений в мире? Потому что какой Бог, такие люди, такое общество. Их представление, какой Бог. Почему в христианстве так много разных направлений? И люди в недоумении. Бог же один. Говорят они, Бог один. Почему так много разделений? Бог один. Но образ Бога в человеке, представление о Боге очень и очень разное. Это не одно и то же Бог и образ Бога. Это совсем не одно и то же. Если бы было у всех одинаковое представление о Боге, мы бы все были совершенно единообразные. Но этого нету, потому что наши представления о Боге сильно разнятся. И вследствие этого представления даже разнятся служения, формы служения Ему. Сильно разнится исповедание Бога, потому что у каждого свой образ, у каждого свое представление, какое Бог на самом деле. Поэтому в христианстве, да и не только, великая нужда, чтобы люди знали, что Бог прежде всего Бог любви. Бог любви. Чем дальше, тем больше мы понимаем, что это решающее значение. Бог есть Бог любви. Вроде бы мы с самого начала об этом слышим, когда вообще что-то мы слышим о Боге, когда мы приходим в церковь, первое, что мы слышим, Бог тебя любит. Правда же? Как бы это не новость. Но слышать то, что Бог меня любит, и иметь образ любящего Бога в себе, выясняется не одно и то же. Совершенно не одно и то же. Я миллионы раз, наверное, слышал, что Бог любит меня. И я многотысячно раз, наверное, говорил, что Бог любит тебя кому-то.
Но я должен вам признаться, что любящий Бог, образ любящего Бога во мне вряд ли на первом месте. И в этом я нуждаюсь, я убежден, каждый из нас нуждается в том, чтобы в нас был запечатлен просто вот образ Бога любящего. То есть это чтобы мы носили в своем сознании, в своей душе, в своем естестве. Чтобы это было первостепенно и определяющее, когда мы что-то думаем о Боге и строим с Ним свои отношения. Если сделать дальше шаг от этого постулата, каков Бог, таков человек. Каков Бог, такова церковь. Каков Бог, такова община. Что исповедует церковь? Что для церкви является образом Божиим? Так церковь будет жить. Так церковь будет поступать. Так церковь будет служить. Никуда далеко не надо ходить. Просто посмотри на церковь, чем она занимается, какие отношения в церкви, какие молитвы в церкви, какие проповеди в церкви. И будет понятно, какой образ у этой церкви, какой образ Божий у этой церкви, у этой общины. Что носит в себе, какой отпечаток конкретная община. Я спрошу тебя, что ты думаешь? Что Иисус думает о тебе сейчас? Что ты ответишь Ему сейчас? Сразу же. Сам себе, не мне. Если ты спросишь себя чьим-то другим голосом, как Иисус, что Иисус сейчас думает о тебе, как Он сейчас смотрит? Что ты ответишь Ему? От этого многое зависит. Множество людей, христиан, говорят, видя свои недостатки, справедливо это видя, не говорят, Иисус разочарован во мне. Я мог бы сделать больше, я мог бы сделать то, третье, десятое, но я не делаю этого, хотя знаю, Иисус разочарован во мне. От того, какой образ в нас Божий, зависит, как мы относимся, как мы читаем Его Слово, что это Слово делает в нас. Например, Евангелие в первом послании Иоанна, спасибо за водичку, на суде не забудется никогда. В первом послании Иоанна, в первой главе, в 5 стихе, во второй части 5 стиха, апостол Иоанн говорит, Бог – это свет, и в нем нет никакой тьмы. Бог – это свет, и в нем никакой тьмы нет. В зависимости от того, как человек относится, какой образ у человека по поводу Бога, от этого будет зависеть, как он будет читать это слово Писания. Если Бог, не любящий Бог, и он в плохом настроении, то когда я читаю это слово, Бог есть свет,
то это пугающая история, то это проблемка для меня. Он свет. И Бог сердитый, и Он в плохом настроении, и Он все знает и все видит. Тогда у меня все скукожилось, и все напряглось. Если мой образ о Боге другой, что Он Бог, любящий, то когда я слышу эти слова, Он есть свет, тогда я говорю: спасибо тебе, Господь. Ты ничего плохого не оставишь во мне. Ты все вычистишь. Ты не оставишь меня на полпути. Ты не оставишь меня в серой зоне. Ты вычистишь все. От образа Бога в нашей голове, от понимания Бога, какой Он, зависит, как я читаю Божье Слово. Это пугает меня, либо это радует и вдохновляет меня. Аминь. Это решающее значение имеет. Что я представляю о Боге? Представляете, мы все, на основании чего формируется наш образ Божий? На основании чего? Слово Божье. Но если я буду читать Ветхий Завет, то там образ конкретный. Когда я буду читать о том, что происходило со многими народами, израильским народом, то у многих возникает образ, это страшный Бог. В Царстве Небесное у нас был один брат, он говорит: вот посмотри, мы в одном духе. Он говорит: я не могу любить Бога Ветхого Завета, а Иисуса я люблю. Да, у него сформировался этот образ. Бог, который представлен в Ветхом Завете, Он судья карающий. И он знает, что Бог неизменен. И у него есть образ. Боже упаси Бог. Боже упаси от Бога. Но говорит Иисус, а Иисус, когда Он читает Евангелие, о, Иисус любящий, Он исцеляет, Он принимает, Он благословляет. Иисуса я люблю. И вот с этим двойным образом Он прожил. Бог ему судья, он там разобрался уже. Там он точно увидел истинный образ и сказал: Господи, чего-то я не понимал, наверное. Но у него вот это было очень ясно, и он очень честный человек был. И он честно это говорил. Проблема многих христиан, что мы честно об этом не говорим. А он имел смелость это сказать. Он говорит: образ Бога меня страшит. Но этот образ не истинного Бога, а Бога, который у него в голове. Он очень сильно боялся. Стало ему. И вот на основании откровения Писание говорит, что в последнее время Бог говорит нам через Сына. В последнее время Бог открывает себя через своего единственного, единородного Сына. Откровение о Боге мы получаем через Его Сына. Иисус пришел открыть нам новый образ Бога. Это не секрет, что израильтяне были в страхе, почему они приносили множество кровавых жертвоприношений. И слово «страх Божий»
Это как доминанта идет в Ветхом Завете. Несколько воскресений назад я вас просил разобраться для самих себя со словом каким? Благочестие. Надеюсь, вы разобрались. Что за это слово? Что за ним стоит? Что такое благочестие? И вот в Новом Завете мы уже не видим, чтобы страх Божий был доминантой. Выходит на первый план слово благочестие. Здесь каким-то образом Писание нам помогает пересмотреть наши отношения с Богом. Пересмотреть тот образ, который в нас есть. Сейчас у огромного количества людей, христиан, по-прежнему Бог судья. То есть это доминирующий образ сознания человека. Бог судья карающий. Это выходит из наших уст, когда мы говорим детям: Бог тебя накажет, Бог тебя покарает. Мы с самого детства рисуем этот образ Бога в сознании детей. И нам надо будет много постараться, чтобы этот образ перерисовать, который мы вкладываем и рисуем в других людях. Но давайте вспомним великую притчу Иисуса о блудном сыне. По возвращении блудный сын, это в Лука 15 глава, встречает двух личностей, двух человек. Отца и старшего брата. И у обоих этих людей очень разная реакция на возвращение этого блудного сына домой. Очень противоположная реакция. Человек возвращается домой, встречает двух человек. И эти люди с разной реакцией. Если старший сын отца или старший брат возвращающегося человека очень недоволен всем происходящим, совершенно не рад, что его брат вернулся домой, не рад реакцией отца на возвращение сына. Это одна реакция. Это один образ. Второй образ – отец, который, невзирая на все, что сделал ему сын, невзирая на все, что сказал ему сын, невзирая на то, в каком состоянии находится сейчас его сын, обнимает его и говорит: добро пожаловать домой. Сын долго думал, прежде чем вернуться домой, готовил речь, покаянную молитву готовил, проговорил ее вслух, чтобы не забыть ни одно слово. И когда он пришел, то он начал говорить то, что он приготовил, начал говорить, исходя из своего образа, каков его отец. Он говорит: я не гожусь, твои сыновья, я хотя бы слугой, говорит он. Почему? Потому что в его образе отец, он нарисовал его отца как старшего сына, старшего брата. В его сознании, когда он шел домой, отец это как старший брат, который скажет: ну что, простил все? И он исходит из этого состояния. Почему? Потому что он сам такой. Он знает, если его сын уйдет, то он скажет ему так: ты мне не сын,
Лучшее, что ты на что можешь рассчитывать, это быть слугой. И он думает, такой же его отец. И молитву он придумал под этот образ. И он думает, я этой молитвой хоть немного смягчу сердце своего отца. Мы также думаем. Мы рисуем образ Бога, исходя от себя. Не образ Божий меняет нас, а наш образ меняет образ Божий в нас. Мы оцениваем Бога по своим поступкам, по своим мыслям. Мы думаем о Боге так, как я бы поступил. Там, глубоко в сердце. И этот сын, он тоже думает, что отец сейчас наругает его. И он готовит такую молитву, такую покаянную речь, исходя из своего образа об отце. Он никак не мог ожидать, что отец не даст ему досказать этих слов. Он начал говорить, я такой-то, такой-то, такой-то. Ты мой отец, но я не... Отец не дал ему сказать слов. Я больше не сын твой, я только слуга. Он не дал ему сказать. Он не дал ему, чтобы этот образ в нем запечатлился. Он оборвал его на полусловие. Я не такой отец, как ты себе нарисовал. Я не такой отец, который сыновей держит за слуг. Не говори лжи. Я не такой отец. Этот образ, который в тебе, он лживый. Нам надо пересмотреть многие постулаты, которые у нас в голове сидят по поводу Бога. Нам нужно пересмотреть многие черты в образе Божьем, которые в нашей голове. Молитвенно, с просьбой Духу Святому, дай мне познать Тебя, Господь, какой Ты на самом деле есть. О ком говорил в этой притче Иисус? Понятно, эта история не отвлеченная, не оторванная от жизни. Он говорил о Боге и о наших представлениях о Нем. Он говорил об истинном отношении Бога к человеку и об лживом представлении человека о Боге. Даже невзирая на это, что образ Божий в человеке очень искаженный. Бог обнимает, и начинается праздник. С чего-то надо начинать. У Бога начинается праздник, и Бог всячески хочет изменить, помочь нам изменить наш лукавый образ о Нем. Лукавый образ о Нем. Самая великая сейчас нужда, чтобы в церкви наш образ Божий был максимально приближен к тому, что есть. Это, конечно, когда говорю максимально, это такое великое пожелание и желание. Но чем ближе наш образ Бога к истинному Богу, это будет очевидно. Видно, когда будет изменяться, как меняется
наша жизнь, меняется наше отношение к людям, к событиям, к себе, к Богу, наше отношение к служению, к церкви меняется. Посмотрите, Иисус, который пришел, чтобы явить образ Божий на этой земле, пришел явить образ Божий, явить Бога нам, да? Как Он поступает? Последние часы Иисуса перед Гефсиманией, когда они находились в горнице с учениками и совершали Евхаристию, преломление хлеба, вечерю, они о многом разговаривали. Иисус говорил о том, что Его возьмут. Один из вас предаст меня. Он говорит это не потому, что Он хотел унизить учеников, не для того, чтобы сказать, вы такие вот нехорошие, а для того, чтобы успокоить их. Когда это случится, чтобы они не кляли себя. Они сказали, о, так должно было быть. Иисус об этом говорил. Но, как всегда, мы хотим же как лучше, а получается, как всегда, да? И Петр начал говорить, Иисус, ты мне можешь доверять. Иисус, к этим, может быть, да, есть вопросы, даже у меня. Но ко мне можешь относиться с уверенностью. Я тебя не подведу, говорит Петр самым серьезным образом. Самым серьезным образом. Он говорит, я жизнь отдам за тебя, Иисус. Ты можешь мне доверять. Я не дам, чтобы кто-то ударил тебя в спину. Ты можешь мне доверять, говорит на полном серьезе Петр. Они покушали хорошо, попели, спели и с песнями пошли в Гефсиманский сад. Иисус говорит, я помолюсь здесь, а вы тоже помолитесь со мной, но недалеко от меня. И он ушел, зная, что они часто снут. И он молится, кровью истекает. Приходят, они спят. Так 3 раза. Но это еще не страшно. Дальше больше. Дальше Иисуса берут. И Петр, помня о том, что я же обещал защищать Иисуса везде и всюду, я его защищу от коварного удара предателя. Где этот предатель? Вдруг не заметил, как сам стал предателем. Женщина спрашивает, слушай, разве это не ты галилеянин? И разве не ты с Иисусом все 3 года ходил? Он говорит, женщина, успокойся. Это не я. Мужчина подходит, говорит, слушай, вроде бы я видел вас вместе с Иисусом. Нет. Уважаемый, ты ошибся. Ходит еще одна женщина-служанка и говорит, точно, ты был с ним. Он говорит, я вообще не знаю, женщина, о чем ты говоришь. И все, на этом закончился героизм. На этом закончился пафос. На этом закончился ура. Мы всех победим. Куда все делось? Куда все сдулось? Где это все? Нету этого. Но это наша история. А какова история Иисуса? После воскресения Петр потерял всякую надежду на себя. Он говорит, я не тот кандидат, который будет продолжать дело Иисуса. Я просто все профукал. Я так думал о себе, что я могу что-то. На самом деле я ничто и никто. И все, что я умею делать в этой жизни, это рыбачить.
Вот мой удел, вот моя судьба. Этому научил меня мой отец. Этим я кормился, кормил свою семью. И мне нечего претендовать на большее. Я рыбак. И он говорит, я пошел рыбачить. Что это значит? Все, на что я надеялся, все, о чем я думал, все, что я думал, вот жизнь поменялась, я сейчас апостол. Это были иллюзии. Кого я обманывал? Я что, себя не знаю? Кого я хотел обмануть? Я рыбак. Иди рыбачь. Иди бери лодку. Иди бери снасти. Иди рыбачь и воняй этой рыбой. Вот мой удел. Думает Петр о себе. Но вдруг на берегу стоит Иисус. И он не говорит, ну где этот трус? Ну где этот тот, кто обещал защищать меня? Где тот, который клялся? Я хочу посмотреть ему в глаза. Он говорит, дети, сегодня завтракали? Дети, чем вы себя питали сегодня? Чем ты питаешь свой дух? Рождением своей совести? Мыслями о том, что Бог взирает на тебя и сверкает молниями? Что у тебя нету другой судьбы? Иди рыбачь. Все, на что ты способен. Чем я питаю себя? Какими завтраками я себя кормлю? Чем вы сегодня питались, спрашивает Иисус. Чем? У меня есть пища. У меня есть питье. Кто жаждет, иди ко мне и пей, говорит Иисус. Кто голоден, приди ко мне, я накормлю тебя. Я нарисую свой образ тебе. Тебе не надо придумывать ложного Бога. Я тебе дам знать, какой я есть. Сегодня Иисус стоит рядом, сидит рядом с тобой и говорит, чем себя кормишь? Чем ты питаешься? Истина это мне? Или придумками своими? Чем ты питаешь себя? У Иисуса было много что сказать Петру, предъявить ему, как он себя держал, как он поступил, как он разговаривал. Было же много что сказать. Но Иисус когда-то рассказал притчу о блудном сыне. И он ее рассказал о себе. И его слова с делами не расходятся. Петр бы много что мог сказать в свое оправдание, но Иисус ему не дал это сделать. Он спросил, Петр, ты сегодня завтракал? Что ты покушал сегодня, Петр? На этом разговор о предательствах закончился. Начался разговор о другом. Петр, я знаю, чем ты будешь заниматься. Петр, я знаю, что тебя ждет. Петр, у тебя классная судьба. Я доверяю тебе мою церковь. Заботься о них. Заботься о них. Я рыбак, пастух. Я предатель. Ты умрешь за меня.
Я слабак. Ты во мне силен. И служи. Почему Петр стал Петром, апостолом? Потому что такой образ появился у него. И образ Иисуса, и образ Бога, который сильно отличался от образа иудеев, сильно отличался от его прежнего образа Бога. Какой он Бог, какой он Иисус. Он тот, который не разочарован во мне, а он свет, он знает, что я неудачник. Но говорит, мы это исправим. Он знает, что я трус, но говорит, ты со мной силен. Аллилуйя! Задача церкви, как и каждого христианина, вот быть этим христоцентричным. И на своих образах строить свою жизнь, церковь, а то, какой есть Он. А Он готовит открыть. Мы не Иисусы. Нам не надо пытаться стать Иисусами. Иисус, Он единственный и неповторимый. А мы подражаем Ему. Поэтому, друзья мои, каков Иисус, таковы мы. Каков Бог, таков человек. Каков Бог, такова церковь. И все это здесь, от нашего образа. У нас большая нужда иметь истинный образ Божий в себе. Истинный. История церкви, жизни церкви, это всегда была насущная нужда. И, например, та же православная церковь в своем развитии, в каком-то периоде, искала этот образ Христа через образа, через иконы. В какой-то период Иисус воитель, в какой-то период Иисус судья, в какой-то период Иисус вседержитель, в какой-то период Иисус младенец. Да, смысл, попытка понять, какой он Иисус. Люди рисовали. Потом сказали, о, это святая вещь, рисунки эти святые. Но эти рисунки, они так и называются, образ. Попытка понять, какой Бог. Он очень разный на этих образах. Но автоматически не переходит в образ в сердце. Автоматически слово, написанное, не переходит в сердце. Это большой-большой труд, когда образ Божий начинает знание. Это большой-большой труд, когда Слово Божие начинает оживать во мне. Не буква убивающая, а дух животворящий, говорит апостол Павел. Это великий труд.
каков Бог. Таков человек. Видя меня, вы можете сказать, у меня Бог. Аминь. Давайте встанем на ноги наши. Бог наш великий, могущественный, всезнающий, всеведающий, полон милости, полон любви. Мы приходим к Тебе сейчас во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе, что Ты пришел нам открыть Отца. Открыть, каков Он. И все для этого делал. И сегодня Ты то же самое Духом Святым совершаешь в нас. Все Твое желание открыть нам Себя, какой Ты есть. Боже мой, мы хотим быть людьми, которые слышат и видят истинную картину Бога. Пускай она отражается в нас. Я благодарю Тебя, Господь, Бог наш, что Ты не прячешься, не скрываешься, но через все Ты являешь себя, что Ты Бог, любящий человека. Ты Бог, любящий человека. Бог, принимающий человека, не дающий говорить глупости. Но Ты доволен, то, что сегодня царил человек в храме, в церкви, у Тебя дома. Ты очень доволен этому. Доволен, Господь, человеком. Я благодарю Тебя за это. Спасибо Тебе, Боже мой. Спасибо Тебе, что Ты освобождаешь нас от ненужного мучения, душевных угрызений, потому что у нас неправильный образ. Но Ты корректируешь этот образ через то, что Ты делаешь с нами, как Ты являешь нам себя, как Ты даешь нам понимание Твоего Слова. И Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты в этом главный участник. Ты главный участник, Дух Святой. Ты пришел, чтобы открыть нам эту истину. Истину, как на самом деле, какой же Бог есть. Спасибо Тебе, Господь, за это. Благодарю Тебя, Боже мой. Сегодня мы молимся о Тебе, Господь, Бог мой. Всякая ложь, которая в нас есть о Тебе, как кривое, а не прямое. Лишь все кривое да выпрямится. Всякая возвышенность, которая не истинный образ Божий, да понизится. Всякая яма, углубление, которое не дает нам увидеть истинный Твой образ, да выровняется. Да узреем мы Тебя, Господь, каков Ты есть. Пускай это действительно происходит в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Иисус. Спасибо за все, за Слово Твое и за то, что Ты даешь разумение Твоего Слова. Аллилуйя Тебе, Бог мой. Тебе да будет слава за все. Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. У нас сегодня будет причастие. И причастие будет с исповеданием нашей веры, о чем апостолы просили делать. Исповедуй свою веру. Во что ты веруешь? Исповедуй свое кредо. На чем ты стоишь?
Кто Бог для тебя? Кто Он? Исповедуй это, расскажи это. И причастие – это всегда такая возможность исповедовать нам веру свою. Не каждый из нас идет и исповедует людям, говорит, во что верит. Иногда мы не можем открыться людям так, как оно должно. Но как здесь, когда мы стоим в храме Божьем, у Бога дома, и мы принимаем Христа, тело Его и кровь Его, это самый тот случай, когда мы можем исповедовать, кто Бог для меня, кто Иисус для меня, кто Дух Святой для меня. И говорить это устами. Устами исповедую о спасении. Аминь. Мы это будем сегодня делать. Не часто это делаем. А сегодня этот день. Это нужно нам сделать. Для самих себя. Мы это не делаем для Бога. Он знает наше сердце. Мы это не делаем друг для друга. Мы делаем это для себя. Мы в очередной раз переступаем что-то, что удерживает нас. Встаем на какую-то ступень. Исповедуем громко, ясно, что я верю. И знаем, что нас никто не забросает камнями. Мне не надо говорить правильные слова. Не надо исповедовать то, во что я верую. Аминь. Аминь. Прославитель, у вас есть что? Что? Я потом это скажу. Потом скажу. Спасибо. Я потом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 26 стих. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его и дал своим ученикам со словами: «Возьмите, ешьте, это тело мое». Затем он взял чашу, поблагодарил за нее Бога и подал им со словами: «Пейте из нее все». Что вы сегодня кушали? Обедали ли вы? Вот он обед. Вот она истинное питье. Вот она истинная пища, которую Господь Иисус сегодня предлагает нам. Дети мои, насытились ли вы? Что вы сегодня кушали? Говорит Иисус. Я предлагаю вам себя. Это моя кровь, завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов. Говорю вам, что я уже не буду пить плода виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца. Они спели и пошли на Илионскую гору. Аминь. Прославлен будь Господь, Царь неба и земли. Я буду петь хвалу Твоей любви, святая кровь Христа омыла меня. Я прощенный, оправдан навек. Прославлен будь Господь, Царь неба и земли. Я буду петь хвалу Твоей любви, святая кровь Христа омыла меня. Я прощенный, оправдан навек.
искупила меня, кровь Христа оправдала меня, кровь Иисуса Христа убелила меня. Я прощен и оправдан навек Тобой. Прославлен будь Господь, Царь неба и земли. Я буду петь хвалу Твоей любви. Святая кровь Христа омыла меня. Я прощен и оправдан навек. Прославлен будь Господь, Царь неба и земли. Я буду петь хвалу Твоей любви. Святая кровь Христа омыла меня. Я прощен и оправдан навек. Кровь Христа искупила меня. Кровь Христа оправдала меня. Кровь Иисуса Христа убелила меня. Я прощен и оправдан навек. Кровь Христа искупила меня. Кровь Христа оправдала меня. Кровь Иисуса Христа убелила меня. Я прощен и оправдан навек Тобой. Аллилуйя. Что Ты послал с неба хлеб живой, жизнь. Ты, Иисус, это во всеуслышание завет для вечной жизни. Ем, Господь, Тебя этим хлебом. Благослови нас, Господь, с верой и со исповедью. Сей благословенный хлеб, который тело Твое. Аминь.
Отец наш, спасибо Тебе. Буду светом. Видел много грязи, тьмы в нас. И Ты решил все это смыть и от всего очистить. Поэтому пришел в этот мир в образе Иисуса Христа, чтобы своей кровью очистить каждого. И мы, Господь, сегодня говорим, только Твоя кровь. Знаем ее, чтобы в Твоем свете быть святыми, чистыми и угодными Тебе. С верой и с исповеданием это дар очищения нас от всякого рода греха во имя Иисуса. Аминь. Дона Батій, я не жив Саулич Батій. І ждати тинед. Ми та віджидан мевла кижі півела. І ти вични мене, а сладпієн. Ісус Христос лен куламес і ловжем спир. Ісус ловін мен ловили мездищен. Олемен. Вурші мене не оттяла на шилемен. Вишне тая кожен ясе. Меска Ісус. Ми таєм лов'я нянь. Помощь та молом свою. І ти надвірит, мишкала мене, витпалась мажуть. Отец мой Небесный, я благодарен Тебе, что Ты сделал меня сыном Своим. И назвал меня сыном. И соделал меня сыном. Я знаю, что это было нелегкое решение. Иисус, Ты взял крест ради этого. Ты прошел через смерть, но Ты воскрес. Сегодня я исповедую перед святой Твоей Церковью, перед братьями и сестрами, перед небом и землей, что сей хлеб – это тело Твое, Иисус, ломимое за меня. Ты, Иисус, являешься хлебом живым для жизни моей вечной. Кровь Твоя сегодня очищает меня от всех моих грехов. И сопровождаешь меня на всех моих путях и окружаешь милостью Своей. Слава Тебе и благодарение, Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Придите и примите. Все готово. Господь да благословит вас.